В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 13 января – День российской печати. Свой профессиональный праздник отмечают журналисты. Но прежде всего это праздник тех, кто выпускает печатную продукцию. Первая типография в Якутии появилась в августе 1861 года. Сегодня предприятие, продолжая традиции, выпускает полиграфическую продукцию самого высокого качества. О людях, кто готовит к выпуску печатные издания, газеты, книги и многое другое. Гость студии Владимир Сыромятников, генеральный директор Якутской республиканской типографии имени Гагарина. Владимир Иннокентьевич, здравствуйте. Добрый день. С праздником вас. Спасибо, вас тоже. Во-первых, типографии вернули прежнее название. Да. А когда именно было присвоено это имя? Первоначально типография называлась типография Якутского областного управления. В советское время это была Якутская республиканская типография, а имя Гагарина было присвоено, соответственно, в 1961 году. Было распоряжение горисполкома 27 апреля 1961 года. То есть, таким образом, руководство и общественность республики отреагировали на полет первого человека в космос. С тех пор наша типография это имя носила, было потом несколько реорганизаций. Но мы очень рады, что нам в канун нашего праздника, именно Дня российской печати, официально мы вернули это название. И с сегодняшнего дня мы называемся акционерное общество Якутская республиканская типография имени Гагарина. Но в этом году типографии республики исполняется 161 год. Какие традиции сохранились на предприятии? Действительно, мы старейшее предприятие, одно из старейших предприятий республики. И главная, я бы сказал, традиция – это стабильный коллектив. То есть фактически я скажу, что у нас случайных людей на производстве нету. Вот у нас в прошлом году, когда были юбилейные мероприятия, одним из экспонатов была трудовая книжка Григория Абрамовича Робинчук. Это человек, который пришел работать в якутскую типографию в 1927 году. И работал в ней вплоть до 1971 года. И перерыв у него, Сергей, был только один. Связан он был, понимаете, с войной, да? Ушел на фронт в 41-м, вернулся в 46-м и продолжил работать. И сегодня я скажу, что у нас в коллективе 70% это люди, которые имеют стаж работы от 15 и выше лет. То есть стабильность коллектива. Ну и второе, раз такой опытный коллектив, наша типография всегда славилась оперативностью, мобильностью и качеством. Выполняла любые задачи любой сложности. Но если говорить в целом, какие печатные издания выходят у вас и каков их тираж? В целом мы выпускаем, значит, если говорить конкретно о печатных изданиях, это газеты, журналы, как федеральные. У нас издается АИФ на севере, российская газета, та, которая распространяется в нашем регионе. Все 100% республиканские печатные издания и издания города Якутска, столичные. И также есть у нас газеты районные, несколько районов. Средний тираж, скажем, всех этих наименований составляет в неделю свыше 40 тысяч. Угу. Какую еще полиграфическую продукцию выпускаете, помимо газет, журналов? Ну да, у нас даже вот наименования цехов, они как бы соответствуют своим направлениям. Вот есть цех газетный и еще два основных цеха, это печатный и переплетный. Соответственно, таким серьезным и большим направлением для нашей работы является печать книг. Причем книги мы печатаем самого высокого качества, постоянно, значит, берем призовые места в том числе и всероссийских конкурсах. Здесь мы, хочу сказать, радостную новость, мы не только название вернули, мы еще серьезные вложения, благодаря нашему учредителю, правительству республики, в прошлом году сделали и получили принципиально новое оборудование цифровое, которое позволит снизить себестоимость производства книг. Книги, они считаются достаточно дорогим удовольствием, не каждый себе это может позволить. Но вот благодаря этому технологическому прорыву, вот буквально сегодня, мы опять же говорю, мы не подгадываем, но я везде вижу добрый знак. Название, значит, вернулось. И сегодня мы разгрузили последнюю партию нового оборудования. Оно поступило, мы сделаем пусконаладку, и с февраля мы значительно снизим ценник на книжную продукцию, там до 30-40%. Книги должны стать доступными. Владимир Иннокентьевич, сохранилось ли самое старейшее издание выпущенной типографии? Да, есть, они вот в Национальном архиве имеются. Но самое интересное, Сергей, знаете, что было именно самой первой продукцией? Вот в 1861 году, когда была Якутская областная типография, первый продукт это был, выражаясь современным языком, прайс-лист. Он тогда назывался «Таблица
сбора денег за ту или иную, значит, продукцию, выпускаемую типографией. Например, один лист, он тогда стоил 1 копейку серебром. Первая книга, она вышла в 1863 году, это краткая священная история в переводе на якутский язык священника Петра Попова. А первые, значит, периодическое издание, они все есть у нас в Национальном архиве, в Национальной библиотеке. Это «Якутские ведомости» 8 января 1892 года, то есть 200 лет назад, 220. Вообще хочется узнать о самом процессе производства книг. Вот, например, как готовится к печати книга или газета, кто стоит за всем этим продуктом? Ну, на самом деле, Процесс. это достаточно сложная технологическая цепочка, и вы правильно говорите, за каждой этой цепочкой, как бы мы ни говорили о цифровизации, в том числе производства, об автоматизации управления, всегда стоят люди. Вот если мы берем газету, поступают к нам файлы от наших коллег, их принимает участок допечатной подготовки, который выводит на пластины. Газетная печать, это идет у нас на специальных машинах газетных, переводится изображение на офсетные пластины, после чего закладывается в машины и уже идет такая рулонная печать. Здесь очень много зависит от участка допечатной подготовки, чтобы они все ровно вывели, а дальше поступают уже в цех газетный, и, соответственно, газета выходит, там идет свой процесс, там надо попасть в цвет, попасть, значит, в размер. Вот. А что касается книг, здесь гораздо сложнее. Там идет не просто печать листовая, да, тоже на тех же офсетных машинах, но там много операций, связанные с рождением книги. Это переплет, это сшивка, это фальцовка, беговка. То есть лучше это все, конечно, рассказать на самом производстве. Но я хочу сказать, что мы сегодня в типографии выполняем по книгам, по альбомам работы любой сложности. И вот в прошлом году мы значительно увеличили объем книжной продукции по заказам, да, и у нас появились заказчики из других регионов, что тоже очень важно. Это Благовещенск мы перебили, Чукотский заказ был. То есть мы с новым оборудованием пытаемся и будем стремиться не только внутренний рынок осваивать, но и выходить на дальневосточный регион, а то получалось всегда наоборот. Заказы отсюда уходили туда, в Новосибирск, в Владивосток. Сейчас мы будем это дело, значит, отбивать. Деньги должны оставаться в республике, и республиканские книги должны печататься здесь, в республиканской типографии. Ну, в любом случае, это остается ручным трудом, работа в типографии. Специалисты какого профиля приходят к вам на работу, обучают ли этому сейчас? Да, обучение есть, и есть среднетехнические учебные заведения, их, правда, немного, по всей России их 4, это Казань, Москва, Иркутск, Новосибирск, где готовят печатников полиграфического производства, операторов машин, которые связаны, например, с переплетом или, например, с изготовлением тех же листовых тетрадей, да. Вот. И есть тоже немного их, но они есть. Это высшее полиграфическое образование, это тоже та же Казань, та же Москва. Но у нас на сегодня есть специалисты с образованием соответствующим. Но у нас, знаете, как получается, у нас многие люди на производстве, они прошли весь путь. То есть они начинали буквально там чуть ли не рабочими. И постепенно да, росли, постепенно набирались опыта. Раньше были такое понятие, как учебно-производственные комбинаты, когда люди могли там доп. Образование получать. Сейчас такого нету, но мы, повторяю, уже сегодня ставим цель для себя. Мы понимаем, какие специалисты нужны. Те же печатники, уже сегодня даже не печатники, в привычном понимании слова, это уже операторы. Операторы, фактически люди должны обладать, ну, не знаю, знаниями там, базовыми того же айтишника, потому что те же цифровые принтеры, они основаны на компьютерных программах. И я считаю, что у нас хороший задел, сплав опыта и молодости. У нас есть специалисты молодые с профессиональным образованием, и мы с этого года начнем целенаправленно готовить кадры. Мы уже отрабатываем с Министерством образования по программе подготовки кадров, чтобы через 3 года, это средняя специальность, и через 5 лет, это высшие учебные заведения, к нам пришли специалисты на производство. Вернемся к самим книгам, которые производят у нас в типографии. Может быть, вспомните какие-то необычные заказы? Ну, каждый заказ, наверное, необычен, да, для наших мастеров. Но самый такой интересный, раз уж мы теперь типография обратно имени Юрия Алексеевича Гагарина, да, в 2016 году была отпечатана небольшим форматом книжка
«Алгыз» Алексея Кулаковского, она побывала в космосе. Да, в 2016 году специальная такая акция была, и космонавт Крикалев ее оттуда зачитал. То есть можно прямо говорить, что продукция якутской республиканской типографии, она была в космосе. Побывала в космосе. Очень интересно. Но все-таки как удается конкурировать с электронными изданиями? Ну, Сергей, я бы, наверное, не сказал, что мы конкурируем. Да, это, скорее всего, конкурируют наши заказчики, наши издатели. Прежде всего, это касается средств массовой информации, газет, журналов. У них там своя головная боль. Что касается книг, ну, здесь я все-таки отмечу, да, мы уже второй год подряд признаемся самым читаемым регионом в республике. И это очень важно. Это очень важно. Все-таки тот сегмент, в котором работает типография, мы видим это в том числе и нашу социальную миссию, это книги, которые заказывают нам предприятия, заказывают какие-то частные лица, да, из районов. Там очень много материалов о хороших людях, воспоминания, мемуары, посвященные каким-то датам, юбилейным событиям. И здесь мы понимаем, что важно получить книгу, а не электронный ее вариант. Книгу, которую можно сохранить у себя дома и передавать ее последующим поколениям. Этот момент очень важный. Ну да, не менее важно, чтобы ощущать тактильное ощущение, Да. как-то связь с книгой, да, Запах типографской краски. запах типографской краски, да. Но вообще, как обстоят дела с сырьем, куда используете остатки бумаги? Сырье, да, у нас все сырье привозное, то есть бумага, расходные материалы. И здесь я хочу отметить, что мы, наверное, являемся одним из немногих, если не единственным вообще предприятием в республике, да. Ну, в принципе, это учредителям такая задача и была поставлена нашим, да. Мы снизили цены, например, на ту же газетную продукцию, на журнальную продукцию, значительно, до 30%. Это было связано прежде всего с тем, чтобы вот в пандемию пострадали все. Ну, мы таким образом оказали им поддержку. Добились это мы за счет того, что отказались от цепочки посредников, которые до этого были на бумаге. То есть у нас поставщики непрямые из завода были, там несколько компаний друг другу передавали, в итоге она тут уже золотая становилась. И вот при помощи нашего правительства мы прорвались на государственный завод в Нижнем Новгороде и берем бумагу оттуда напрямую, что позволило нам снизить расходы. Такая же, значит, задача стоит по остальным видам материала, по пластинам, по листовой печати. А что касается отходов или сырья, ну, фактически мы безотходное производство. Очень хороший вопрос, Сергей, особенно в плане экологии, наверное, да. У нас на самом деле остатки и срывы бумаг, они уходят на предприятия, которые занимаются выпуском эковаты. Владимир Анатольевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Еще раз поздравляем вас с праздником, ну и желаем вам процветания и роста нашей якутской типографии. Спасибо, Сергей. Всех с праздником, всех коллег, всех журналистов, всех, кто причастен к отрасли СМИ. Спасибо. Ну, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.